утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре пятница, 11 августа. В республике установили 83 комплекса фото и видеофиксации нарушений ПДД. Все системы прошли тестирование и уже следят за порядком на дорогах. Они установлены на 77 аварийно-опасных участках автотрасс в рамках проекта «Общественные меры дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Комплексы фото и видеофиксации нарушений активно внедряются, чтобы снизить число аварий и повысить безопасность на дорогах. В этом году на их приобретение было предусмотрено почти 300 миллионов рублей. Всю информацию о любителях не соблюдать правила дорожного движения новая система передает в МВД. Камера следит за тем, соблюдается ли скоростной режим, пристегнут ли ремень безопасности, как водитель преодолевают перекрестки и выполняют обгон. Завтра в Чебоксарах стартует фестиваль «Зеленое золото России». Он развернется на территории речного порта и продлится в этом году аж 8 дней до 19 августа. Напомню, первый фестиваль состоялся в прошлом году в рамках Дня Республики. Тогда в нем приняли участие 14 пивоваренных заводов, в том числе 6 из Чувашии. Всего же праздник посетили 15 тысяч гостей. В этом году мероприятие обещает быть еще более интересным. На уникальной площадке местные пивовары и пивзаводы из разных уголков страны представят свою продукцию. Представители профессионального сообщества примут участие в деловой программе фестиваля. Ну а посетителей ждут дегустации, конкурсы, участие в народных обрядах и каждый летний вечер – живая музыка. Пятница – время ваших историй. Какие темы жители республики чаще всего обсуждали в социальных сетях на этой неделе, расскажем далее. В деревне Кивкасы Аликовского округа ночью наблюдали настоящее полярное сияние. Уникальное явление запечатлел фотограф Константин Григорьев. К слову, жители региона уже не впервые видят в небе яркие краски. Такое астрономическое явление в республике отмечалось в декабре и в конце апреля этого года. Во дворе по улице Пролетарской поселилась гадюка. Обеспокоенные жители ядовитую гостью испугались и сразу вызвали поисково-спасательную службу. Однако к моменту приезда специалистов змея уже уползла, и найти ее не получилось. На Новосельском пляже отдыхающие встретили жука-богомола. Насекомое не ядовитое, для человека опасности не представляет. Однако все же не стоит брать его в руки. Испуганный богомол может и укусить. Купальный сезон в самом разгаре. Погода так и манит побаловать себя водными процедурами. А вот на Волге уже буквально можно принимать зеленые ванны, шутят чебоксарцы. Жара в республике не сдает свои позиции. В выходные ожидается до плюс 32-33 градусов. В связи с этим в регионе до 14 августа сохранится желтый уровень погодной опасности. Особое внимание сейчас уделяется соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. Чаще всего причиной возгорания становится человеческая халатность. Напомню, строго запрещается сжигать мусор и сухую траву, разводить костры в общественных местах. Если вы обнаружили признаки возгорания или задымления, незамедлительно звоните по телефону 01 101 или 112. Таковы вести к этому часу. Желаю вам легкого завершения рабочей недели и отличных выходных. Оставайтесь на телеканале «Россия».